В эфире «Вечерние новости». Подводим итоги уходящего дня. С вами Василий Радченко. Смотрите сегодня. Возобновление международного авиасообщения в правительстве страны обсудят на следующей неделе. Поликлиники частично возобновляют работу в Якутске. Министерство здравоохранения региона разработало поэтапный план. Между тем, в столице открылся городской пляж на 202-м микрорайоне. Чтобы обеспечить максимальную безопасность, там проходят регулярные рейды ГИМС. Правительство страны после 15 июля обсудит возобновление международного авиасообщения. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Россия будет возобновлять полеты только в те страны, которые будут подходить по критериям, установленным Роспотребнадзором. А именно, где в течение 2 недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей, а среднесуточный прирост новых больных не должен превышать 1%. В перечень стран, которые подходят по этим показателям, вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Нидерланды, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. Для возобновляемого авиационного сообщения в соответствии с поручением оперативного штаба Роспотребнадзором предложено вместо 14-дневного карантина для въезжающих в Российскую Федерацию из зарубежных стран ввести обследование на COVID-19. О каких обследованиях идет речь? Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на ПЦР-тестирование, которое получено не менее чем за 3 дня до прибытия в Российскую Федерацию. И при наличии медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G. Что касается граждан России, которые будут возвращаться из зарубежья, то они также могут за 72 часа до прилета пройти ПЦР-исследование в той стране, в которой они находятся. И еще раз по прилету в течение 3 дней уже на родине. Менее полусотни больных COVID-19 выявили в Якутии за прошедшие сутки. Замруководителя оперативного штаба по противодействию коронавирусу Ольга Балабкина сегодня в ходе ежедневного брифинга сообщила, что из 47 положительных результатов по республике 39 приходятся на город Якутск. По 2 на промышленные районы – Мирнинский, Нерюнгринский и Алданский, и единичные случаи в Чурапчинском и Татинском районах. Ольга Балабкина отметила, что в столице региона работают 11 инфекционных стационаров разных уровней. Коечный фонд для больных COVID-19 задействован всего на 48–50%. С 15 июля, если ситуация останется прежней, мы примем решение о закрытии обсерваторов на территории города Якутска. И, соответственно, оставим только 1 обсерватор, который будет находиться в здании Якутского индустриального педагогического колледжа. Почему выбор пал на этот обсерватор? Потому что это единственное здание в городе Якутске, которое в большей степени отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям. Поликлиники частично возобновляют работу в Якутске. Минздрав региона разработал поэтапный план. В медицинских учреждениях будет соблюден воздушно-тепловой режим и режим проветривания помещений. На начальных этапах прием будет вестись только по предварительной записи. При этом экстренные и неотложные приемы продолжат работу. Пациент может записаться через региональный портал er14.ru, телефоны горячих линий и регистратур своих поликлиник, через единый портал государственных услуг и через приложение «Медсеть». Между тем, речные перевозки начались по маршруту Якутск-Тикси. Компания «Лена Турфлот» должна обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Перевозчик провел полную проверку санитарно-технического состояния теплохода «Механик Кулибин». Закупил необходимый объем средств дезинфекции и индивидуальной защиты. На борту также организовано дежурство медработника. Члены экипажа прошли дополнительный инструктаж по обязательному исполнению рекомендаций Роспотребнадзора и других контролирующих органов. В период навигации по маршруту выполняется 6 рейсов. Услугами теплохода пользуются более 2500 пассажиров Жиганского, Булунского и других районов.
Регион перешел во второй этап снятия ограничений, связанных с пандемией, но контроль за межрайонными и межрегиональными перевозками ослаблять никто не планирует. О том, кто и как будет проверять перевозчиков, следующий материал. Минтранс Якутии весь июль будет проверять перевозчиков на соблюдение мер противодействия коронавирусу. Напомню, что перевозка пассажиров допускается при соблюдении временных рекомендаций. За их нарушение предусмотрен штраф на граждан до 4000 рублей, на должностных лиц до 40 тысяч, на юридических до 300 тысяч рублей. Повторное совершение предусматривает увеличение суммы. Протоколы о нарушениях, предусмотренные статьей 3.8 Кодекса, будут составлять административные комиссии. График плановых рейдовых осмотров составлен до конца июля. Через автовокзал Якутска осуществляют деятельность 80 перевозчиков. Предприятие проводит санитарную дезинфекцию транспортных средств, измеряет температуру пассажирам и продает билеты, в том числе онлайн. Эти правила касаются в том числе индивидуальных предпринимателей. Временные рекомендации утверждены Минтрансом 1 июля и разосланы в адрес муниципальных районов и городских округов, а также в адрес перевозчиков. В целях защиты пассажиров в межмуниципальном сообщении перед и после рейса салоны автобусов проветриваются, проводится влажная уборка. Также водителями используются средства индивидуальной защиты. Пассажирам без масок при входе в салон выдаются маски и дезинфицирующие средства. По межмуниципальному маршруту рейсы возобновили с 3 июля. В будние дни выполняется 4 рейса по маршруту Якутск, Покровск, Максагалух и в обратном направлении. Лицензии на перевозку пассажиров в межмуниципальном направлении имеет 200 жителей Якутии. В столице заработали летние веранды общепита. Их открылось порядка 20. Горожане, соскучившись по приятным вечерам в уютных ресторанах и кафе, моментально заполонили все столики. Но чтобы все прошло по правилам, представители Министерства предпринимательства проверяют соблюдение эпид-норм. Это, во-первых, расстояние между столами минимум 1,5 метра, масочный режим у сотрудников, также температурный режим у сотрудников. Это все журналы ведутся, уборки каждые 2 часа, а также после каждого клиента. В Якутске вообще открыто больше 20 объектов общественного питания, это летние веранды. Нарушения есть минимальные, которые мы собираемся устранять оперативно, то есть идем на диалог с бизнесом. В начале месяца после выхода республиканского закона об ответственности за несоблюдение мер против коронавируса в ряде районов и городов Якутии начались массовые проверки торговых объектов и общественного транспорта. Не стал исключением и Хангаласский район. В одной из таких проверок приняла участие Виолетта Засимова. На территории Хангаласского улуса, как и по всей Якутии, до 14 июля сохраняется режим повышенной готовности. И пока он действует, административные комиссии будут проверять организации, учреждения, торговые объекты, общественный транспорт на соблюдение требований по профилактике коронавируса. Будем уделять внимание на соблюдение масочного режима, соблюдение социального дистанцирования. Будем обращать внимание, как обеспечены условия приема посетителей, проводится ли организациями термометрии. В Хангаласском улусе проверки начались с районного центра города Покровска. Члены административной комиссии совместно с представителями администрации города и района обошли ряд объектов. Сегодня мы проверили почту, здание почты. Там все нормально, все мероприятия, все требования соблюдаются. Посетили торговый объект Хозмаркет, магазин Хозмаркета. Там также обеспечены все условия. Посетили оптовый магазин Оптмаркет и овощной фруктовый киоск, где также соблюдаются. Нарушений не выявлено? Нарушений не выявлено. Далее проверяющие направились в село Ой, где заглянули в один из продуктовых магазинов, расположенных на главной улице села. И вот тут были замечены нарушения. У продавца была лишь одна перчатка на руке, другая отсутствовала. На глазах у проверяющих в магазин зашел пожилой мужчина без маски и невозмутимо отоварился. Тут же на месте был составлен акт о правонарушении. Далее этот материал будет направлен в мировой суд, где решат, выдать предупреждение или оштрафовать. Для первого раза, возможно, будет назначаться предупреждение. Если будут иметься грубые нарушения, отягчающие обстоятельства, то будут уже штрафные санкции.
Новая статья 3.8 предполагает следующие штрафные санкции. Для физических лиц от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 15 до 50 тысяч, для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей. Проверки по объектам Покровска продолжаются. На следующей неделе также запланированы в поселке Махсагаллох и в населенных пунктах долины Эркене. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Золотодобывающая компания вновь загрязнила реки Элькон и Редерга в Алданском районе. В Якутскую природоохранную прокуратуру от Министерства экологии поступило сообщение, что в результате размыва дамбы отстойника на лицензионном участке компании «Нордголд» возникает угроза причинения вреда окружающей среде и водным биоресурсам. Прокуратура проводит проверку. Жаркая погода привела жителей Якутска к любимому месту отдыха – пляж в 202 микрорайоне. Сегодня его официально открыли. Инспекторы ГИМС выдают памятки о поведении на воде и проводят профилактические беседы с населением. Рейды проходят регулярно. Отметим, что в столице республики только одно оборудованное место для купания – это городской пляж на 202 микрорайоне. В республике объявлен месячник безопасности людей на водных объектах. А также проводится межведомственная акция «Вода. Безопасная территория». Купание в необорудованных для этих целях местах является основной причиной гибели людей на водных объектах. При этом половина от общего количества погибших находилась в состоянии алкогольного опьянения. Далее следует нарушение правил эксплуатации маломерных судов, а также оставление детей без присмотра взрослых при купании. В селе Апаны в Якутии идет строительство Центра культуры в рамках одноименного национального федерального проекта. На сегодняшний день устанавливают цокольное перекрытие будущего объекта. Событие долгожданное. В селе с 2005 года здания Дома культуры попросту нет, а людей проживает почти 1500. Предварительная стоимость будущего сельского центра культуры – 131 миллион рублей. Сдача планируется в 2021 году. Роспотребнадзор назвал сроки принятия решения по линейкам 1 сентября. Традиционный, онлайн или другой формат ждет школьников в День знаний станет ясно во второй половине августа. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что запрет массовых мероприятий с участием детей – это рекомендация, которая была включена в методические рекомендации, которые в свою очередь действуют с апреля и там, где работают дежурные группы в детских садах. Если будет благоприятная эпидситуация, то любое требование должно быть изменено. И на этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания.